шерифлерiniz hayırlı olsun. Efirde zaman bugün oktyabrның 26-сы ve Kırım işgalinin 972. күні. Studiyada Sofiya Ablayeva çalışmakta. İşgal etilgen Kırım'da Ahtem Çaygoz'ge karşı mahkeme toplaşıvının 31. күні geçti. Onun neticelerini advokat Nikolay Polozov seslendirdi. Nevbeteki oturuş yarın ötkerilecek. Ahtem Çaygoz 2014 senesinin fevralının 26-сында ötkerilgen kütlevi kalabalıklarda kabahatlana. Суд пришел к допросу свидетеля Комова. Свидетель Комов, член народного ополчения. Его допрос был омрачен обрывом видеосвязи. Настолько были серьезные технические неполадки, что допрос свидетеля суд был вынужден проводить в другом зале. Свидетель Комов не дал никаких существенных показаний, Ахтема Чайгоза он не видел. Вторым свидетелем, допрошенным в этот день, был сотрудник МВД Украины в тот момент Мамедов, ныне сотрудник российского МВД, оперуполномоченный. Он сказал, что он работал в Киевском районном отделе милиции. Накануне ему сообщили о том, что состоится митинг. Подробности не сообщали. Он должен был обеспечивать охрану общественного порядка. С собой он взял резиновую дубинку, газовый баллончик. В его обязанности входило предотвращать административные правонарушения и преступления. На вопрос защиты, осуществлял ли он какие-либо действия по предотвращению административных правонарушений или преступлений, он ответил, что не совершал, поскольку он не видел ни одного административного правонарушения или уголовного преступления. Он сказал, что он стоял в оцеплении между двумя разными митингами. После этого поступила команда оттуда уйти, и они передислоцировались на патрулирование парковки. Ахтема Чайгоза он не видел, о его действиях также ничего сообщить не смог. Третий свидетель, допрошенный сегодня, Глинка. Он также член народного ополчения. Он рассказал, что накануне записался в народное ополчение. О событиях 26 февраля узнал случайно, когда утром проходил, хотя знал заранее, что на 14 часов назначен пророссийский митинг. Незакетлі шекерлемелер, яғни вежливые конфеты. Бұның кібі яны татлылықлар вақытынша işgal етілген Қырым тюкенларында пейда олды. Бұқта Қырым сәкенлері хабер еті. Незакетлі адамлар Ярымадаға 2014 сене келіп, арби бөліклеріні блок етіп Қырымны işgal етілер. Язда Сиях Месжит мерkezінде незакетлі инсанға атта абидетікленілді. İşgal etilgen Kırım'ны Almaniyadaki sol tarafdары fraksiyasının azalары ziyaret etті. Ular Yarımadada işgalci hükümet vekillerinden görüştü. Delegatsiya azalары Бахчисарай ve Mesjid şehirlerini ziyaret etip, hatta sürgünlü kurbanlarına tıklengen abidesine güldesteler koydular. Beli olğanı kıbı Almaniyadaki sol tarafdары firkası Kırım'ны Rusiya toprağı dep tanıy ve Rusiyaga karşı yapılgan sanksiyalarının lağu etilmesine çağıra. Мы видим, что народы Крыма живут в мире между собой. По-другому бы это просто незаметно. Мы по всему острову ходим и общаемся, и просто это скрыть или утаить, это просто невозможно. Санкции в отношении Крыма и Российской Федерации мы считаем по отношению к референдуму несправедливыми, потому что совершенно непонятно, за что нас наказывают, за то, что мы использовали прямую норму демократии в совершенно особых специфических политических условиях. Я думаю, что совместными усилиями мы не только прорвем информационную блокаду, но, наверное, все сделаем для того, чтобы как можно быстрее были сняты санкции с Российской Федерации, с Республики Крым, которые явно мешают развиваться нашим двум государствам, Германии и России. Голос крымчан, древняя, мудрая Европа не хочет слышать благодаря или по причине ангажированности истеблишмента, то есть политической элиты Европы. Совет Бірлігінің екі дефа қараманы учыжы сынавжы Ахмет Хан Султаны Украина пайтақтында аңдылар. Оның 96 йыллығы мұнасебеті еле Киев бақшасында учыжының абидесіне гүл чемберлер қойылды. Адет узре Мирасим Дуанин башлады. Bundan son söz meclis azasına verildi.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Когда наш Амедхан Султан воевал в небе с врагами нашей тогда Советского Союза, и в том числе Крымская ССР, которая тогда существовала, в это время советские, сталинские силы совершили депортацию нашего народа. 46% населения до 1945 года потеряли за счет вот этой депортации преступной, где они погибли по дороге и в местах ссылки. Вот такое страшное, чудовищное преступление было совершено в отношении народа, герой которого прославил свой народ на весь мир. Хайтарма фильмінде Амедхан Султанның ролін ойнаған актер кинода учителінің қияфетіні доғыр яратмақ үшін мәлуматын насыл қыдырғанını хабер етті. Мы старались создать образ живого человека, который любит, переживает, боится, дерется, ненавидит, плачет и мечтает. Он при всем при том, что жил и работал в Советском Союзе, да, конкретно в городе Жуковском, в закрытом городе, и был летчиком-испытателем, и испытал более 100 новых видов летательных аппаратов. При всем при этом он не боялся ставить свою подпись первой во всех письмах и обращениях Верховный Совет тогдашнего Советского Союза от активистов национального движения крымских татар по возвращению на свою историческую родину. Хатырлав мерасиміне елге яқын инсан келді. Олардың арасында сиясетчілер, джимат ве медениет ербаплары Амедхан Султанны қараман деп сайған қырым татарлар. Каждый год, уже второй год подряд, мы приходим сюда, чтобы отдать долг памяти выдающегося человека, великого сына крымстарского народа, дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя аса Амедхан Султана. Не ожидали, что, несмотря что будничный день, людей достаточно много собралось. Ну, нам с детства рассказывали о том, что такой есть летчик, был летчик-испытатель, которому в небе не было равных, которого больше всего боялись враги. Никто его не мог догнать, никто не мог сделать то, что делал Амедхан Султан. Я очень сильно рада, что я сегодня пришла его порадовать, и чтобы он всегда у нас был в душе и в сердце, чтобы мы его всегда помнили. 1944 сенесі Совет үкіметі Қырым татар халқыны сатқын илян-етерек сүргін еткендір. Ама 14 халық векілі Улу Ватан Женкінің қараманы унванını алғаны белі. Амедхан Султан 2 дефа қараман. Бұл себептен ол вақыт оңа Қырымда қалмаға рұқсет берілі. Ама бұл мудет чоққа сүрмей. Все блага мира были у его ног. Но все эти блага были им зачеркнуты и попраны, когда он говорил: я крымский татарин, я буду со своим народом, и не говорите, чтобы я отказался от него. До сих пор мы не знаем, что на самом деле случилось тогда. Потому что есть, конечно, официальная версия, и есть версия его близких соратников. Да? Вот мне буквально несколько лет назад, он был еще жив, Эмир Хусейн Чалбаш, тоже наш орденоносец, участник войны, он ни на йоту не сомневался, что это было убийство, спланированное органами, и это было как раз связано с его активностью как человека, который всегда в высоких кабинетах говорил о проблеме крымских татар. Я не могу себе представить, что может чувствовать человек, который прекрасно знает, что он, с одной стороны, вот так вот выделен, да, государством, что, мол, тебе разрешено. Но, с другой стороны, судя по записям, воспоминаниям его друзей, это его чрезвычайно давило эмоционально в том числе. Мерасимге келгенлердің айтқанларына көре, Амедхан Султанның ноқтай назары ашық айдан ватанперверлік ве жесірет тімсаледір. Лидия Полянская, Исмаил Газиев, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Бұл вақытқа соңғы мәліметіміз еді. Саат 15:30-та Заман яйыны қачырмаңыз. Көрішмек үзре.